История нефтяного призвания типично аграрного региона началась еще с 17 века. В 1637 году из военного ведомства в Москву поступило сообщение о том, что на казанских землях начали проводить активные поиски участков выхода на поверхность нефти. В 1703 году в газете «Ведомость» появилась небольшая заметка. Дословно. Из Казани пишут: на реке Сок нашли много нефти и медной руды. Из той руды медь выплавили изрядную, отчего чают немалую быть прибыль московскому государству. Первое заключение о нефти, найденной в нашем крае, для Петра I сделал лейб-медик Готлиб Шобер в 1718 году. В 1738 году рудознатец Яков Шаханин доложил императрице Анне Иоанновне о нахождении на правом берегу Волги близ города Тетюши нефтяных источников. Промышленное освоение нефти началось лишь в середине XVIII века. Старшина Надыр Уразметов в 1753 году подал прошение императрице Елизавете Петровне на позволение построить нефтяной завод для переработки собираемой нефти и торговли ею во всех местах. Он подкрепил прошение образцом черной жидкости. Анализы показали, что она является тяжелой, но в целом достаточно хорошего качества. Настоящие геологические изыскания начались уже в начале XIX века. В частности, в 1804 году в геологическом справочнике впервые упоминается как раз возможность того, что в наших краях, то есть в Казанской губернии, могут быть месторождения жидкой нефти. Но это тогда исключительно только в теоретическом плане рассматривалось. В 1837 году по заказу военного ведомства была организована первая экспедиция в наши края. Тогда же, кстати, на этот вопрос обратили внимание уже непосредственно на Западе. В Лондоне была опубликована книга авторитетного, известного в то время геолога Мурчисона, который также теоретически обосновывал возможность нахождения на территории Казанской губернии, прежде всего имелся в виду район Сюкеева, Шугурова, бассейн реки Шишма, залежей, промышленных залежей жидкой нефти. О том же говорилось в статьях казанских ученых, Казанского императорского университета. Так, в ученых записках Казанского университета профессор Вагнер также обосновал возможность того, что на территории нашего края есть запасы нефти, которые можно эксплуатировать, которые можно добывать. Это было перед Первой мировой войной. На смену эпохам меди, бронзы, железа пришел век нефти, который предшествовал новым вершинам прогресса человечества, веку атома и космоса. Рудольф Дизель придумал нефтяной двигатель. Американец Форд, немцы Даймлер и Бенц стали выпускать коляски без лошади, автомобили. По железным дорогам покатили паровозы, в небо полетели самолеты. И всем странам сразу стала нужна нефть. К середине 1919 года в ведении Казанского райкомнефти находится почти полсотни нефтяных предприятий и нефтебаз. Вопросами организации нефтеразведки в восточных регионах молодой республики Ленин начинает заниматься лично. В Татарскую республику было отправлено несколько безрезультатных разведывательных экспедиций. После установления советской власти непосредственно при Совнаркоме было образовано нефтяное отделение, которое возглавил известный геолог, известный ученый Иван Михайлович Губкин. Именно тогда он обратился к Владимиру Ильичу Ленину, рекомендовал возобновить разведочные работы, организовать, провести мероприятия соответствующие, поскольку молодая Советская Республика остро нуждалась в восстановлении своего экономического потенциала. Его именем названа улица в советском районе города Казани.
Один из организаторов нефтяной промышленности СССР, Иван Михайлович Губкин, был последовательным сторонником гипотезы о наличии в Волго-Уральском регионе больших нефтяных запасов. Очень часто к нему становились в очередь, просили дать прогноз, ткнуть пальцем в точку, где наверняка забьет фонтан. Он побывал и на бакинских промыслах. Специально ради практики съездил в Америку. Именно его поездка в США и принесла научную и практическую пользу для Татарии. В период первой пятилетки 1929-1933 годов с началом войны с Германией, когда возникла угроза захвата северокавказских нефтяных промыслов, потребность в новых месторождениях стала жизненно важной для страны. В регион стали спешно перебрасывать технику и людей. В 1941 году было начато разведочное бурение. 25 июля 1943 года на Шугуровской роторной скважине номер 1 бурившейся бригадой мастера Хамидуллина с глубины 648 метров ударил нефтяной фонтан. В докладной записке на имя председателя Государственного комитета обороны Сталина татарский обком отрапортовал об открытии промышленного месторождения. Получена нефть хорошего качества, а неподалеку располагаются еще ряд перспективных месторождений – Ромашкинское, Шиганское, Миннебаевское, Сармановское, Бавлинское и другие, было сказано в сообщении. Так татарская нефть, которая почти 3 века казалась миражом, манящим к себе, но не дающимся в руки, наконец была найдена. Фронт требовал снаряжения, дополнительных боеприпасов, горючего. Именно в это время в Татарии был вскрыт первый нефтяной пласт. Само бурение в то время проходило с большим трудом, с большими трудностями. Буровики ушли на фронт. Мы вынуждены были пригласить колхозных девушек, и они выполняли подчас тяжелые физические работы, поднимая тяжести без особых приспособлений до 6 пудов. Но все продвигалось вперед. И вот я помню, в 1943 году, в яркое солнечное утро средины лета, из скважины номер 1 ударил фонтан нефти. Газированной нефти, жидкой нефти, такой, какая нужна для фронта. Новые месторождения открывались одно за одним. Аксубаевское, Бавлинское, наконец, в 1948-м Ромашкинское, сегодня крупнейшее в мире. Это было знаковое событие в процессе освоения недр Татарстана. Началась интенсивная разработка. 17 сентября 1946 года здесь была пробурена первая нефтяная скважина.
Это сделала бригада, в которой работал буровой мастер Степан Баклушин. В те годы молодые нефтяные районы Поволжья назвали вторым Баку. А сейчас только Татария дает стране нефти намного больше, чем знаменитые бакинские промыслы. Непрерывно совершенствуется техника бурения. Все ступени трудной школы мастерства нефтяника прошел буровой мастер Газин Гайфулин. Мощный турбобур – надежное оружие в руках бурильщиков. Событие, которое поставило точку всем этим исследованиям, это открытие в 1948 году гигантского, супергигантского ромашкинского месторождения. Кстати говоря, вот бурилась структура ромашкинская, которую картировали вот преподаватели нашего университета. Вот. С открытием вот ромашкинского месторождения, которое вошло в десятку супергигантских месторождений всего мира, вообще такого аналога в Советском Союзе не было. В 1949 году приказом Министерства нефтяной промышленности был образован трест «Татарнефть», который 28 апреля следующего года был преобразован в производственное объединение «Татнефть». Вот тогда уже началось развертывание промышленных предприятий, структурных подразделений, буровых, добывающих предприятий, строительных предприятий. Это, конечно, сопровождалось достаточно большими трудностями. И особенно одним из острейших проблем был вопрос кадрового обеспечения нефтяного района. Таким образом удалось привлечь первый контингент персонала численностью до 4000 человек. Но здесь тоже столкнулись с определенной проблемой. Люди прибыли не одни, они приехали со своими семьями, поскольку речь шла о постоянной дислокации. А местный жилищный фонд, социальная инфраструктура просто не была рассчитана на прием такого количества людей. Людям приходилось жить в палаточных городках, в достаточно суровых условиях. Тем более климат у нас не южный, что особенно сказалось для приезжих. Зимой было достаточно холодно, были проблемы с отоплением, были проблемы со снабжением. И многие прибывшие по командировке, они просто покидали эти места, не выдержав тех условий, в которых работали. Для строительства первого трубопровода привлекли сельских жителей. Нефть шла на нефтеперерабатывающий завод в город Куйбышев железнодорожными составами. И все же кадровый вопрос оставался открытым. Вчерашние работники колхозов и совхозов зачастую не имели ни малейшего представления о том, что такое нефтедобыча и промышленное производство. Они могли выполнять только низкоквалифицированную работу. Их нужно было учить с нуля. Так, нефтяники впервые начали использовать методы внутрипроизводственного обучения своих рабочих, готовить самостоятельно рабочий персонал на местах. Формировались инструкторские вахты, где наиболее опытные сотрудники передавали свои знания непосредственно на рабочем месте во время рабочего процесса. Нефтяная отрасль республики испытывала колоссальную потребность в инженерных кадрах. И с 1953 года начались разговоры о том, что необходимо открыть здесь филиал Московского нефтяного института. Но этот вопрос был каким-то образом затянут, и поэтому в 1956 году группа работников Татнефти послала телеграмму Никите Сергеевичу Хрущеву о том, что затягивается вопрос. Было дано соответствующее распоряжение, и в 1956 году в корпусах, вернее в деревянном здании Шелгоровской академии, это школа буровых кадров, был открыт учебно-консультационный пункт, в котором учились после вахты работники Татнефти. Казанцеви. Говорит Казань. Передаем последние известия. Большие преобразования произошли ныне в районном центре Татарской АССР Заинске. Сегодня этот глубинный район республики связан с крупными промышленными городами железнодорожной линии Миннебаево-Кама. По новой магистрали проходят эшелоны с грузом для нефтяников, хлебом и оборудованием. Свыше 250 нефтяников республики поступило в этом году в Московский нефтяной институт, филиалы которого открылись в Альметьевске, Лениногорске и Бугульме.
Альметьевск – один из новых социалистических городов, возникший близ бурно растущих нефтепромыслов Татарии. Дорога в науку для студентов будущих нефтяников оказалась непроходимой в прямом смысле этого слова. После работы на вечернюю лекцию учиться ходили, утопая в грязи. Улицы не освещались, дорог не было. Но, несмотря на все трудности, в 1959 году в Альметьевске был открыт заочный факультет Московского нефтяного института. Его возглавил Петр Менделеевич Менхен, историк, боевой офицер, ветеран Великой Отечественной войны. А потом началась замечательная череда времени, когда институт стали возглавлять московские специалисты. И важный след в этой истории оставил Николай Касьянов, который долгое время проработал деканом Казанского вечернего факультета. И именно в его время, время его деканатства, началась очень мощная научно-исследовательская работа в институте. И именно эта работа, она позволила нашему институту не только кадрами обеспечивать Татнефть, но и решать актуальные производственные и технологические вопросы для нашей нефтяной компании. Татарский вечерний факультет, легендарный Татарский вечерний факультет Московского института нефтехимической и газовой промышленности, он просуществовал до 1992 года. В период парада суверенитетов Москва стала избавляться от своих филиалов, она избавилась от Небедакского филиала в Туркменистане, и та же самая ожидал и наш институт. Именно тогда руководитель Татнефти Ринат Галеев и главный инженер Шифагат Тахаудинов приложили максимум усилий для того, чтобы оставить учебные площади, библиотеки, научные кадры. Таким образом, на основе Татарского вечернего факультета был создан Альметьевский нефтяной институт, как самостоятельная структура, которая готовила уже не только студентов по заочной и вечерней форме обучения, но и по дневной форме. Татарский вечерний факультет, он дал 33 выпуска. Это была замечательная плеяда руководителей Татнефти, которым, как говорили преподаватели Татарского вечернего факультета, только за то, что они закончили вуз, можно было давать медаль. Потому что каждый день после вахты, вернее, 3 раза в неделю после вахты идти к 6:30 вечера и уходить в 11 часу, а утром вставать в 5 часов и опять ехать на вахту. Это были совершенно удивительные студенты, которые знали предмет, уже не отходя от производства. Они только здесь закрепляли фундаментальные знания, теоретические знания и становились великолепными специалистами. Среди них замечательные генералы, мы их называем генералы. Это Аклим Касимович Мухамедянов, генеральный директор ПАО «Татнефть» и в свое время заместитель министра нефтяной промышленности Советского Союза. Человек, который пришел в нефтяную промышленность, будучи сельским учителем. Он был замечательным гармонистом. И вот эта замечательная сметка деревенская, природный ум позволили ему закончить этот наш институт и стать великим генералом, который создал вот крепкую нефтяную компанию. Кроме того, Шафагат Фахразович Тахаудинов закончил наш институт. Наиль Ильфатович Маганов в 1983 году закончил наш институт. Все легендарные начальники нефтегазодобывающих управлений, они закончили Татарский вечерний факультет, либо Альметьевский государственный нефтяной институт. При разработке этого месторождения в стране сразу, ну и в Татарстане в частности, возникла острая необходимость по подготовке кадров. И именно нефтяников в стране их не хватало, тем более, что с открытием таких гигантских месторождений. И вот Казанский университет, он откликнулся на просьбу правительства открытием кафедры геологии нефти и газа. За годы существования кафедры мы выпустили более 2000 специалистов. Вот теперь выпускаем бакалавров, магистров, аспирантов.
Они работают во всех уголках нашей страны. Сейчас уже многие работают за рубежом, в нефтяных компаниях, больших и малых компаниях. Многие из них достигли определенного рубежа, то есть много кандидатов и докторов наук, есть академики, есть лауреаты государственных премий, руководители крупных предприятий. В короткие сроки на юго-востоке Татарстана были сосредоточены мощные производственные строительные силы. Из традиционных центров нефтедобычи направлены многочисленные специалисты, квалифицированные строители. Но так или иначе, в 1967 году первый секретарь обкома Фикрет Табеев поставил новую планку – 100 миллионов тонн. Это был второй поворот в истории нефтедобычи республики. Первый произошел в 50-е после открытия Ромашкинского нефтяного месторождения, и было принято решение развивать отрасль в республике невиданными до тех пор высокими темпами. Нефтяная Татария становилась лабораторией передового опыта. Впервые в стране бригада вышкомонтажников Александра Тимченко перевезла буровую за 7 часов. Раньше на это уходили недели. А спустя несколько лет бригада Ильяса Таримова выполнила эту работу за 1 час. Это было мировое достижение. Вышки поплыли по воде. Нефтеразведчики Елабуги впервые в стране погрузили буровую на баржу. Есть нефтепровод «Дружба». И пошла наша нефть. Она донесла до друзей тепло наших рук, тепло наших сердец. Навсегда жить именам первооткрывателей нефти в памяти народа. Калейкина, Ромашкина. Скажи, кто знал название этих деревень? А слава их в один прекрасный день страны перешагнула рубежи. Соединение с миром, вот чего ждал этот гордый край. И все хмельней, все явственнее пахла нефть его ромашкою ромашкинских полей. В 1970 году нефтяники зафиксировали очередной рекорд – 1 миллиард тонн нефти с начала разработки месторождений в регионе. Чтобы добыть следующий, потребовалось еще 10 лет. Нефтедобывающая отрасль послужила основой возникновения нефтехимической промышленности на востоке республики и в конечном итоге формирования Камского территориально-промышленного комплекса. К середине 60-х годов был построен Нижнекамский нефтехимический комбинат, а в начале 70-х годов сооружены еще 2 промышленных гиганта – Нижнекамский шинный завод и Камский автомобильный завод. Как это было, покажут веки истории.